Это деньги государственные, и они будут работать на крестьян. Мы это им отдаем безвозмездно, правильно? С тем, чтобы они выращивали сельхозпродукцию. Это их собственность будет, правильно, то, что они вырастят, так или не так? Наша с вами практика изобилует примерами, когда государственные деньги использовались неэффективно, в том числе в сельском хозяйстве. Тому свидетельств очень много, правильно, да? Когда государство вкладывало в объекты там, десятки миллионов рублей, сотни миллионов рублей, эти объекты стоят, и эффект от них нулевой. Если я вас правильно понял, желающих участвовать в этой программе значительно больше, чем наши возможности, которые мы представляем. Не на 100 миллионов, а на 200, на 300. В связи с этим министр сельского хозяйства и причастные к этому другие руководители будут нести персональную ответственность за качество отбора людей, которые будут реализовывать эту программу. Все знают в селах друг друга, кто способен заниматься сельским хозяйством, кто это любит, кому это по душе. Вот 3 года мы уже с вами работаем. Есть положительные примеры. Есть люди, которым нужно помочь еще больше, чем помогли, кто может расширить сферу своей деятельности. К этому надо подойти тщательно. Товарная продукция у нас должна возникнуть. Вот заложили 100 гектаров цитрусовых, значит 300 тонн цитрусовых примерно через 3-4 года мы должны получить. Крупнорогатый скот, значит какую-то товарную продукцию качественную мы должны получить для снабжения там, населения, гостей и так далее. Все это нужно контролировать. Самое главное, чтобы наши деньги оказались в руках эффективных крестьян, умеющих и желающих работать. Это самое главное.